нас в итоге это не весна. Но если массово люди будут меняться, будут массово начинать учиться, и они создадут, это классно, меняет общество. Вот скажите, пожалуйста, если те же самые деньги, человек появится шанс заработать здесь, наш народ будет поехать туда? Да зачем? Детей оставить, семью оставить, поехать туда. Вернешься туда, все молодые годы уходят. Жена там, ты сам там. А зачем? Дети растут, сам не узнаешь их. Это же так же. Мы люди, которые работаем ради семьи, поэтому все делаем ради семьи, чтобы семья была обеспечена. Для нас это достижение. Семья для нас имеет большую ценность. Вот почему это наши люди это делают. Скажу вам очень самый простой механизм, с которым обычно рассказывают. Зарабатывали деньги. Обычно все люди пытаются зарабатывать деньги. Все люди каждый раз, когда им нужны деньги, постараются зарабатывать деньги. Они ищут способы каким-то образом зарабатывать деньги. А теперь, чем больше вы будете пытаться зарабатывать деньги, тем больше их станет вам трудно. Если хотите искать способ, как разбогатеть или справиться с деньгами, пожалуйста, уйдите из этого способа. Прекратите искать способ зарабатывать деньги. Не думайте об этом. Видите, мое мышление противоречит тому, что вам сказали. Я знаю, чему вас научили. 3 вещи вас научили. Первое, надо много работать. Согласны? Это первое, что вас научили. Надо просто трудиться. Я правильно сказал? Да? Я там вот здесь не очень, некоторые слова понимаю. Слово мехнат, понимаю его. Так или нет? Вот. То есть, вот я точно знаю, что вас обучали. Вам сказали, вот, иди трудись. Это первое. И поэтому мы думаем, что надо трудиться. Но нам не сказали, что физически труд или умственный труд. Поэтому мы думаем, что лишь бы работа. И мы трудимся. Мы очень добросовестный народ. Мы не теряем, мы очень много работаем. Второе, чему вас научили, иди зарабатывать. И поэтому мы пытаемся постоянно зарабатывать. Мы стараемся зарабатывать. Видите, если, вот кто из вас больше 5 лет уже работает, то есть вообще в жизни больше 5 лет имеет стаж работы. Неважно, кем ты работал, огороды работал, хлопок собирал, что бы ты делал, больше 5 лет, держите руку, выше понимаете. Выше понимаете. А вот путем зарабатывания денег вам удалось решать проблему дохода? Ну, например, если следующий год не пойдете работать, доход хватает на всю жизнь. Получается, что проблема осталась нерешенной, правда? Путем зарабатывания денег не получилось решать проблему доходами. Дело в том, что зарабатывание денег это дает вам ограниченный доход. Работаешь, денег есть, не работаешь, денег нет. Кто понял? Работаешь, денег есть, не работаешь что? Денег нет. Она не решает проблему с доходом. Это самый важный момент. Поэтому мы от него отказываем. О, теперь ваши мозги в шоке. А как жить тогда? Согласны? Если вы хотите разбогатеть, перестаньте искать способ зарабатывания денег. Перестаньте об этом думать. Потому что это бесполезная дорога. Это похоже, что у вас вот этот стакан порван, вот этот трещина, в этот стакан. А вы каждый раз наливаете воду. Через полчаса видите, что нет ничего. А вы думаете, надо снова наливать. Но это бесполезная вещь. Все равно не решается проблема. Я рекомендую вам, надо начинать нам с вами от сохранения денег. Вот она. Сохранение денег. Кто из вас согласен, что сохранить деньги труднее, чем зарабатывать? Каждый раз вы себе обещаете, да? Вот эти деньги я не буду трогать. Все, хватит, я поставлю в сундуке и закрою. И долго потом их не трогали. До утра? Или иногда до первого появления какой-то проблемы. А? Это может быть неделя, это может быть месяц и так далее. Но до появления первой трудности. Так? Теперь внимание, надо нам начинать с этого. Но когда я говорю, начнем сохранить денег, некоторые люди мне говорят, ну, наставник, я понял, что надо начать сохранить денег, но если у меня денег нет, что сохранить?
Я об этом буду говорить завтра, я научу, как сохранить. Поднимите руки, пожалуйста, у кого из вас не получается сохранить? Вроде бы зарабатываете, расходы большие, семья большая, все уходит. Выше поднимите руки, я хочу запомнить. Угу. То есть зарабатываете, потом расходуется, зарабатываете, потом расходуется. Я завтра поподробно об этом буду объяснить, как это делать при любом доходе, чтобы у вас постепенно изменилась картина. После того, когда вы научились сохранить, начните управлять деньгами. Это тоже обучаю. Надо уметь управлять деньгами. Почему? Деньги надо уметь управлять. Управлять деньги еще сложнее, чем сохранить. Например, есть люди, которые копят 3000 долларов, копят 2000 долларов, копят 5000 долларов, и потом не знают, что с ним делать. Они лежат, и потом кто-то долг просит. Он ему отдает. Потом эти деньги, потом 2 года еще просят, что вернут. Или эти деньги, они лежат, он уже не знает, что с ними делать. Управлять-то не умеет. И он потом сидит, думает, ну давай купим машину. Или сидит, думает, или давай делаем ремонт. Или давай там что-то, дочку замуж отдадим. И так далее. Все наши родители так работали. Накопить делать что-то, накопить опять купить что-то, накопить решить какую-то проблему. И у нас в голове вот эта вещь есть. Это третья вещь, которую родители нас учили. Значит, первый, что нам сказали? Иди работай. Второй, зарабатывай. Третий, что? Накопи, купи что-нибудь. Накопи, делай что-нибудь. Для черного нет чуть-чуть откладывай. Так? По чуть-чуть накопили, что-то делали. По чуть-чуть накопили, что-то делали. То есть накопили, делали ремонт. Накопили, купили там что-то, техника, или машина, или дом, или там, не знаю. Вся жизнь наши родители этим занимались. И мы рядом с ними выросли и видели, хлопок работаем, и накапливаем, и что-то покупаем. Потом опять работаем, что-то зарабатываем, и что-то опять приобретаем. Вот так и продолжалась жизнь. Поэтому эти 3 вещи нас учили. А эти 3 вещи дает нам по чуть-чуть, чтобы владеть какие-то имущества. Повторяю, что дает нам владеть какие-то что? Имущества. Но это не помогает нам стать богатым. Это не богатство. Я раньше так думал. Я раньше думал, что если у меня будет хороший дом, хорошая машина, хороший ковер, хорошая одежда, я как бы богатый человек. Оказалось, это далеко не так. Это не богатство. Знаете, когда вы богатые? Когда вы смогли решать проблемы с доходом. Внимание! От того, что у вас появится машина, или появится ковер, или появится крутая свадьба, или красивая квартира, или жилье, или дом, проблема дохода, вопрос остается открытыми. Так? Вы богаты только тогда, когда вам удастся решать проблему именно с доходом. Что вы смогли физически, то есть вы смогли трудовой доход это то, что вы работаете и получаете, заменить на пассивный доход. Повторяю, вы богатые только тогда, когда вам удалось трудовой доход заменить на пассивный доход. Что вы не работаете, а деньги работают. Не вы пойдете где-то работать, чтобы получать деньги. Вы дома сидите, лежите, чай пьете, отдыхаете, путешествуете, воспитанием детей занимаетесь, и деньги направите каждое утро. Утром пойдет работать, вечером придет домой. Кто мне понял? Сразу непонятно. Это нормально. Значит, Давлатову надо 300 часов слушать. Это так. В данный момент у нас у большинства, как это происходит? У нас дома деньги, которые немножко мы заработали, мы их положили под курпача или там, не знаю, куда-то, или в сундуке, они болеют, лежат, согреются. Да? Они отдыхают, жирнее становятся. А мы каждое утро уйдем на работу и вернемся домой. Да, а должно быть наоборот. Чтобы вы дома отдохнули,
и каждое утро деньги сказали, иди на работу. Вечером принесли еще что-нибудь. Кто понял? Классная идея, правда?